Шумные коридоры 4-й Плиевской школы как доказательство успешной работы национального проекта. Это учебное заведение приняло детей в сентябре 2021-го, но ученики до сих пор привыкают к большим светлым кабинетам, высоким коридорам и к оборудованию школы. В каждом кабинете интерактивные доски, компьютеры, принтеры и весь необходимый раздаточный материал, чего так не хватало в старой школе. В старой было меньше стульев. Учителя были строгие, а здесь учителя хорошие. В старой школе не было кружков, а здесь они есть. Мне здесь нравится, нас здесь хорошенько учат, мы запоминаем. И еще здесь нам спокойно. В другом уже дошкольном образовательном учреждении дети резвятся на игровых площадках. Детский сад «Жар-птица» построили несколько лет назад. Рассчитан он на 220 мест. Здесь самые маленькие жители Плиева находят друзей, получают образование. Давай, Яхья. Молодец. Еще раз. За территорией «Жар-птицы» построена детская игровая площадка, а по соседству расположился мини-футбольный стадион с воркаут-площадкой. Сюда приходят поиграть в футбол, провести тренировку на брусьях и турниках. В основном, чтобы поиграть в мини-футбол, приходят в вечернее время. И лишь самые преданные фанаты этого спорта тренируются днем. سافروا يا حباش دنزق وش لوج دواديتي يا حباش وتاع يا حبا باش وتاع دنزق لوج دوتر جمو لوج استوادرات يا أدنك سان لوستر دو بنالتي لوستر فوتبول لوستر نخباكش А в школе ходишь? قادة تأثير حدوات تأثير دوقة نخلص. К 30-летию республики сельское поселение Плиева подошло с рядом построенных социальных объектов и объектов предпринимательства. В селе 5 школ, 3 детских сада, несколько спортивных и детских площадок, ДК, ФОК. Большая часть из них построена за последние несколько лет. 5 из обозначенных объектов возвели в районе новостроек. Также проложен здесь свет, дорога, как вы видите, здесь газ проложен здесь на участках. И вот люди потихоньку строятся. По мере возможности, то, что у нас есть в силах, мы планируем, конечно, очень много, но делаем то, что у нас в силах. Внимание больше уделяет народу. Построенные школы и детские сады полностью потребность сельского поселения не покрывают. 3 из 5 школ работают в режиме двухсменки. Перегруженность большинства из них в 2 раза. Но, пожалуй, самой главной проблемой сельчан остается перебои с водой в летнее время. Власти решают этот вопрос. Дело в том, что у нас изношенность водопроводов, поэтому поэтапно их решаем и стараемся их заменить на пластиковые. Но это везде сейчас положение, такое во всей республике. Другие новостройки Плиева также знакомы не только жителям села, но и всей республики. Целый медицинский городок разместился на нескольких гектарах. Здесь по соседству построены республиканские онко- и тубдиспансеры, а также ведется строительство психоневрологического. Муслим Ганиев, Рамазан Зурабов. Новости 24.